покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Это программа «Секреты татарской кухни». И вместе с ансамблем «Злачное место» встречаем праздник 8 марта. Поздравляю милых, любимых женщин с этим красивым весенним праздником. Ура! Ура! Ребят, что будем готовить? Готовить будем уникальное блюдо. Блюдо, которое олицетворяет наш ансамбль. Ведь все-таки «Злачное место» — это произошло от знакомого и очень вкусного слова «злаки». Поэтому... все-таки от слова «злаки» произошло название группы. Конечно, от слова «злаки». Ну и поскольку все-таки секреты татарской кулинарии, мы раскроем вам секрет, как приготовить настоящее татарское злачное блюдо. А называется оно очень просто – злач-пачмак. Злач-пачмак. Ну, название интригующее, ребят. Ансамбль «Злачное место». Дмитрий Черков – альт, Игорь Завадский – контрабас, Артем Белянин – скрипка. Все участники струнного трио – профессиональные музыканты, закончившие Казанскую государственную консерваторию. В ансамбле играют с 2012 года. Начинали творческую карьеру как уличные музыканты и быстро приобрели популярность среди казанской публики. Ребята, прежде чем мы начнем готовить, я вот вижу среди всех ингредиентов, это мука, конечно, картошка, мясо, да? Это все классика, но что же в этих баночках? На самом деле тут зарыт весь секрет, ведь ичпичмаки у нас непростые, у нас сегодня злачпичмаки. Именно для этого мы принесли вот эти вот замечательные баночки, в которых мы принесли вам злачные подарки. В одном из них самый, что настоящий злак, пшеница, который мы будем немножечко добавлять в тесто. Ну и второй ингредиент – это не простая мука, а мука настоящего вот такого старинного способа помола, которая сохраняет в себе крупные кусочки злаков. Именно из этой муки мы будем сегодня делать тесто с ребятами. Да. Ребят, ну уже очень оригинально звучит. Скорее хочется начать готовить. Давайте приступим. Чтобы начать месить тесто, нам нужно 3 стакана муки. Начать месить с яичком. Добавить по вкусу соли. Один уже занят, остальные. Вот я стою, жду команды. Ну, поскольку для эчпичмаков нам понадобится еще начинка, я предлагаю Артему пока начать мелко рубить лук и складывать это все в одну тару. Хорошо. Ну, а мы с тобой займемся самым сложным. Мы поговорим. А мы расскажем, да? Мы расскажем, пока ребята что-то делают. Да нет, на самом деле у нас тоже очень непростая задача. Ведь злаки в чистом виде добавить нам нельзя, поэтому... Вот, мы их отварили. Что творится на плите в это время, да? В это Давай время проверим. на плите творится Так. самое интересное. Первый- Мы отварили немного В первой злаков, кастрюле, да? Мы отварили злаки в подсоленной воде. Так. чтобы они не получились в тесте жесткие, чтобы они у нас очень приятно полопывали, когда их раскушиваешь. Это будет прям фишка наших Случайно ты не злачпачмак. кулинар, дружище? Кулинар, конечно же, я хочу передать привет папе, который учил меня с детства готовить, который для меня пример кулинарный вообще в жизни. Готовить все, и вот, между прочим, когда речь заходит о татарской кухне, его фирменное блюдо, которое, ну просто я не могу, вот он когда готовит, это с ума сойти как вкусно. Зурбалиш? Пирог, да, с картошкой и мясом, просто шикарный Ну, пирог. это в следующий раз. В следующий раз Так, во обязательно второй приготовим. кастрюле у нас варится курица. Да, Для чего? Бульончик нужен, чтобы, когда мы уже будем заворачивать с вами эчпичмаки, чтобы подливать немного бульончика, но подливать его нужно в определенный момент, об этом мы, наверное, скажем Чуть позже. позже. Чуть позже скажем. Так. Ну а пока можно мне немножечко соли, чтобы Так, мы сразу ее добавили в тесто. Пока я предлагаю тебе слить воду с наших злаков, Так, мы добавляем секундочку. немножечко соли.
Соль добавляем, конечно же, по вкусу. Дима, ну ты всем задание дал, даже мне, а сам ничего не делаешь. А я займусь самым своим любимым. Я буду резать вот это замечательное мясо. Говядину. Да. Так, пока мы это отложим, да? Пусть остывает. Процесс начался, и неплохо. Все работают. Там уже закончил. Артем закончил. Отстрелялся. Я думаю, можно добавлять воду в Я на тесто. самом деле тоже закончил уже 15 минут назад. Дима, да, ты не забывай контролировать процесс. Мне Ты про- сегодня мне старший проще на идти. кухне, мы твои помощники. Так, вот половинка стакана воды, пока замешивай так. Так, смотри, кстати, Артем у нас справился с команда. луком и уже готов покушать, я так понимаю. Да, да, и я, Артем, предлагаю небольшими квадратиками нарезать картошку. Ну и пока идет у нас рабочий процесс, ребят, я предлагаю, чтобы вы рассказали нашим зрителям, ну, буквально немного о себе. Пусть Артем начнет. Артем. Начал я заниматься музыкой с подачи бабушки, конечно же. Она была у меня музыкант, играла на баяне, на аккордеоне, преподавала в музыкальной школе. И как-то она мне, мелкому парню, предложила 6 лет: а ты не хочешь случайно заняться музыкой? И я такой: а почему бы и нет? Сначала я пошел на скрипку. Учась на скрипке, я понял, что я способен на большее. И попросил еще: хочу играть на фортепиано. Бабушка, долго не думая, записала меня еще и на фортепиано. И поэтому я закончил за 7 лет музыкальную школу по 2 специальностям. Игорь, кроме того, что ты увлекаешься коллекцией красивых бейсболок, что ты еще умеешь делать, расскажи. Я умею играть на бас-гитаре и контрабасе, но помимо этого все-таки стараюсь развиваться в разных планах. И в частности в нашем ансамбле я занимаюсь вообще всем, что связано с интернетом. То есть все ролики. То есть это ты лайкаешь фотографии ваши, да? Да. Я развиваю соцсети, монтирую ролики для Ютуба, снимаю видео. Но вы не забывайте, что наша программа, она тоже выйдет, кстати, на Ютубе, и вы сможете ее лайкнуть, если понравится. И можно будет даже подписаться и на ваш канал, и на наш И на канал. наш тоже канал можно. можно. Это все туда. Подписывайтесь на канал Секрет. Подписывайтесь на наш канал. Дима, ну где же ты нашел этих талантливых ребят? Расскажешь чуть позже, а сейчас о себе. Ну а теперь что я могу рассказать? Я с ранних лет был затейник. Любил все, что можно сделать самому. И в итоге мы с ребятами собрались, потому что мы были однокурсники, очень большие товарищи. А, вы вместе учились все-таки в одной группе? Да, мы учились в консерватории, и я подумал, лучше, чем заниматься чем ты хочешь воплощать мечту, а ансамбль, конечно же, это была большая мечта, лучше воплощать с друзьями, и так оно и происходит. А не было желания сделать, например, квартет или расшириться? Расшириться есть желание, может быть, сейчас, если мы найдем еще человека, который будет, ну, И пусть даже это нас будет поддерживать. девушка. Пусть даже это будет девушка. Хорошо, Ну, если кстати, это будет девушка. Кстати, планировали вокал добавить в наше Планировали, да. трио. Так Ну, что в подождите, процессе из вас никто разработки. не поет, что ли, профессионально? Профессионально нет, но мы в некоторых песнях добавляем вокал, конечно, как можем. А мы сегодня споем. Можно Нет, на нашей спеть и кухне, сегодня. ребят, у нас есть традиции прекрасные. Обязательно поем. Есть у тебя образование, нет? Вот давайте прямо сейчас, любой из промпта, кусочек любой. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Стану над рекою письма зорькие писать. Я обязательно продолжаю. И все эти музыкальные подарки исключительно для наших милых женщин. С праздником вас еще раз. Так, все пока отлично, все под контролем. По плану. Ребят, следующий вопрос. Вот вы коллектив казанский, да, но ведь корни каждого из вас, они далеко за пределами нашего города. Да, действительно, даже в разных республиках мы родились и Даже жили. в разных республиках. Да, я лично из Удмуртии. Я из Тольятти, из Самарской области. А я из Чувашской республики. А я из Альметьевска. Вот так вот, друзья. И все мы представляем город Казань. Не забываем процесс приготовления чпичмаков. Тесто готово уже, посмотрите. Тесто почти готово, ему надо немного настояться, для этого нам чуть-чуть, нужно да? что-нибудь. Вот, чтобы вафельное развернуть. полотенчико, пожалуйста, накрываем. Отлично. Что мы еще из ингредиентов должны подготовить? Лук у нас готов, картошечка практически, Практически. мясо, Вот буквально чуть-чуть осталось нарезать пару мясо. кусочков. И мы будем замешивать наш ингредиент основной, совместить. который мы будем класть в тесто. Куда мы добавляем пшеницу? Пшеницу мы добавим в начинку. Пока ребята готовят, Игорь бездельничает.
Поэтому следующий вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, про название вашего ансамбля «Злачное место». Столь уникальное, интригующее и зловещее название откуда появилось? На самом деле у нас есть 3 версии названия «Злачное». На каждого по одной. Можно и так сказать. На каждый случай своя версия. Но вообще, если рассказывать официальную версию, то злачное место пошло от слова «злаки», что означает хлебное место, сытное место. Это все из Библии идет. Это все слова из Библии, поэтому злачное значит сытное. Это один из вариантов. Кулинарный вариант названия. Да. Ну, второй вариант — это настоящий. Это уже интересней. Так как мы изначально собрались и не сразу так начали выступать, где-то писать ролики, мы сначала просто начали выходить потихонечку на улице практиковаться, репетировать, играть новые песни делать. И как-то раз мы играли на улице Баумана, к нам подошли несколько полицейских, начали проверять документы. А я тогда не стригся, наверное, месяца 4 или 5, у меня была вот такая вот борода. И один из них смотрит такой, говорит: где-то я тебя видел, говорит, в каких-то злачных местах мне. И я, вот с тех пор, в принципе, злачное Спасибо место. майору Сидорову за название Если вы нас Если вы ансамбля. нас Привет. видите и помните, привет. Так, третий вариант названия. Ну а третий вариант названия — это в определенные времена на Руси все спиртное делалось из злаков. И поэтому места, где это спиртное употребляли, назывались злачными местами. Ну, а злачное это значит веселый, правильно? Веселые, И естественно. программа у нас сегодня веселая, музыкальная, поэтому, ребят, начинка у нас практически готова, осталось ее смешать. Это я возьму на себя, а вы что-нибудь исполните для нас. Конечно. Давай. Браво, ребят! Это ансамбль «Злачное место», но самое интересное, после небольшой паузы оставайтесь с нами. Сегодня в программе «Секреты татарской кухни» замечательный ансамбль «Злачное место». И готовим ишпышмаки под названием ишпышмаки от слова «злак». Именно этот ингредиент я не добавил в начинку. Дима, сколько мы, в какой пропорции добавляем? Ну, я думаю, как минимум 2 ложки. Вот так вот, да? В начиночку. 2. Ну, для тебя По старой традиции 3. А соль, Так, перец? Артем, так перемешай, сейчас добавим. Конечно. Так, мы с Артем доделаем начинку, ну а вы вдвоем с Игорем, прошу вас, с тестом разберитесь. Что у нас? Тесто у нас отстоялось. Ну что ж, Так, аккуратненько, да. я думаю, мы сейчас это тесто раскатаем. Ага, вот А мука, Игорь пожалуйста. нарежет их нам Соль, небольшие перец, соль, кусочки, перец. Так, которые соль. я буду раскатывать уже Давай. в... Мы уже будет соль в порядке, добавили, да. добавили перец. Сейчас все тщательно перемешаем и продолжаем рассказывать нашим зрителям о вашем коллективе. Ребят, кроме того, что вы успешно выступаете на улице Баумана, выступаете на всяких мероприятиях, есть ли какие-то поездки у вас? И если есть, то куда? Бывает, нас приглашают выступить на том или ином мероприятии. Также, А вы допустим, на в другом конкурсе городе. участвуете вообще? Как вот с этим? Был у Мы, нас между прочим, как-то на телеканале конкурс ТНВ даже, да. участвовали на конкурсе. На нашем канале. Конкурс назывался Да. «Музыкальный слэм». Музыкальный слэм. Централ шоу. Что вы там исполняли, ребят? Песни народов мира. Народов мира. Песни и танцы. Но Реально. у нас так вышло, что, к сожалению, жюри не поняли, почему мы выбрали именно Такое такие направление. произведения. Именно Риориту. Да, действительно, а почему у вас такой репертуар, Дима, расскажи.
Репертуар, ты имеешь в виду не классический. Репертуар мы черпаем из истории, на самом деле. Мировая история музыки очень разнообразная и красивая. Я считаю, что очень многое музыка, которая была популярна в начале 20 века и даже в середине его, ну, просто не по праву забыта. А ведь это мелодии, которые тогда волновали без технологий, без телефона, без телевизора, волновали сердца людей. И я думаю, это самое главное при подборе репертуара, что Как красиво. чем мы должны поддерживать. Ребят, ну вот жюри не оценило, да, ваше направление музыки, но мы нынешней молодежи, вы же пользуетесь супер популярностью. В чем ваш секрет? А я скажу, что Игорь? мы не просто переигрываем песни какие-то, которые уже написаны, мы все втроем создаем собственную аранжировку. Мы переделываем полностью песню под себя. Иногда делаем даже из нескольких песен одно попурри, которое звучит именно так, как должно звучать именно в нашем коллективе и никаком другом. Ну а здесь уникальные кадры. Дмитрий только что обычный пирожок превратил в злач-пышмак. Расскажи, что ты делаешь, Дима. Вот Артем выкладывает на кругляшок мяско. Игорь контролирует этот процесс. Дима, позволь, пусть вот Игорь один хоть пышмак сам сделает. Так, давай поменяемся местами. Игорь, ты готов? залепи-ка. Мой будет. Короче, давай, я даже помогать не буду. Сейчас я соберусь. Барабанную дробь можно? У тебя ровно 40 минут, поехали. Погнали! Слабонервно не смотри. Так, вот так вот ребята готовят на кухне, и я желаю всем девушкам, чтобы именно 8 марта ужин или обед приготовили ваши любимые мужчины. Это будет, мне кажется, приятным сюрпризом. Финальный момент приготовления блюда. Злач-пышмаки готовы. Остается взять чудесный противень. Почему чудесный? Потому что сразу с маслом смазано. Совершенно верно. Мы его смазали растительным маслом. Ребят, перекладываем аккуратненько. И один из моих последних вопросов. Ребят, вот кроме как сказать, работы, да, в этом коллективе, все-таки вы же это работа для вас, какие-то еще увлечения есть? Ну, помимо этого, допустим, я играю еще в другом месте. Коллективе. Оркестр, да. Оркестр театра на Булаке, который собрал наш Дмитрий. Так, Игорь или Дмитрий, что можете сказать? Дмитрий, вы чем занимаетесь поем? Ну вот я Спросил у вас занимаюсь Игорь. организацией еще этого коллектива оркестра в театре на Булаке. Ну а Игорь у нас Ну, а работает пока- в оркестре. Пока все играют музыку, В театре? я занимаюсь спортом. Ну и, конечно же, основной моей работой является оркестр «Ля Примавера», между прочим, руководитель которого был уже у вас на передаче. Да, Рустам Абезов очень вкусно, кстати, готовил, ребят. Да, И я думаю, он сегодня тоже вот в конце программы увидит результат и скажет, а ребята тоже молодцы. Тоже неправда, конечно. Ну и сейчас мы отправляем наши злач-пышмаки в духовочку при температуре 200 градусов на 45 минут. Пойдемте. Ура! Ура! Ну и пока у нас есть время, ребята сейчас сыграют что-нибудь для души. Например, Например, для души сердце. сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Браво, ребят! Ну а прямо сейчас мы попробуем наконец-то наши вкусные злач-пышмак. Злач-пышмак. Замесили пресное тесто, дали ему немного постоять. Тем временем для начинки нарезали кубиками репчатый лук, говядину и картофель. Все смешали и добавили отваренную цельнозерновую пшеницу. Тесто нарезали на небольшие кусочки, раскатали их в лепешки,
На середину каждой выложили начинку, залепили края в форме треугольника, оставив в центре небольшое отверстие. Выложили на противень, смазанный растительным маслом, и запекали в духовке 45 минут при температуре 200 градусов. Незадолго до готовности долили в начинку куриный бульон для сочности. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Ребята, это уже сделали? Да? Конечно, конечно. конечно. А также ребята сегодня приготовили замечательное блюдо злач-пычмак. И он такого вот цвета, да, кстати, это ведь не потому, что он подгорел, а почему, Нет, Дима? нет, а потому что в нем крупно молотая мука. Который придает нашему блюду такой уникальный, оригинальный цвет. Приятного Да, и, аппетита. конечно, вкус можешь попробовать, да? Да, и, кстати, мы вот налили ребятам бульончик. Наконец-то. Куриный, а я предпочту котлет. Давайте, ребят, приятного аппетита. Давайте, давайте. Поехали. Лучше бы ждал. А с бульончиком, ребят, с кусочком. Не нравится. Удивительно, когда юные, молодые артисты готовят на уровне профессиональных поваров. Вкусно, ребят, молодцы. Спасибо. В татарской кухне вы разбираетесь. Спасибо. Ребят, а это еще не все. И я специально для вас дома приготовил одно из своих фирменных блюд. И я очень люблю готовить сырники. И сегодня я сделал Вот они, специально сырники в виде сердечка. Ведь мы поздравляем наших дорогих дам с 8 марта. Ребят, попробуйте, пожалуйста, это я сделал. Заметьте, для очень вас. уникально, вообще интересно сегодня. Оба блюда мы приготовили для женщин, а кушают мужчины. Приятного аппетита. Да, ребят. давай. Приятного аппетита. Артем? Просто супер. Дима, я согласен с твоими коллегами. Оба блюда получились очень вкусными. Еще раз спасибо. Ребята, на этом, к сожалению, наше кулинарное шоу подошло к концу. Вам я говорю искренне большое спасибо. Было очень вкусно. Самое главное, музыкально. Ну и в конце нашей программы еще раз мы поздравляем наших любимых мам, бабушек, сестренок с Международным женским днем 8 марта. Пусть в ваших сердцах всегда будет любовь. Будьте счастливы. Будьте здоровы, красивы. Всего самого наилучшего здоровья, счастья. И всего наикрашего, конечно. Мы вас любим. С праздником, милые женщины! Торадор смелее, Торадор, пусть испанок жгучие глаза на тебя смотрят строго, и ждет тебя любовь, Торадор, и ждет тебя любовь. Торадор смелее, Торадор, пусть испанок жгучие глаза на тебя смотрят строго, и ждет тебя любовь, Торадор, и ждет тебя любовь. Это была программа «Секреты татарской кухни». Еще раз поздравляем милых женщин с праздником. Пока-пока.